Путина призвали остановить войну, Зеленский заявляет о срыве перемирия, а Беларусь вводит запрет на посещение спецзон в десятках районах республики. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. 30-часовое перемирие, победа Путина, как Запад реагирует на ситуацию на линии фронта в Украине и почему Трамп внезапно замолчал. Киев требует извинений. Любимый телеканал американского президента назвал Киев российским городом. Провокация или ошибка? Масштабные протесты в Турции и США, а также новый договор между Узбекистаном и Россией. Обзор важных событий. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Краткосрочное перемирие, объявленное Кремлем, стало легкой дипломатической победой для Путина и представляло попытку удержать США от выхода из переговоров, а также позиционировать себя как лидера, который желает мира. Так о пасхальном прекращении огня пишут аналитики и западные медиа, в частности Wall Street Journal. Путин, по сути, пытается извлечь выгоду из обеих ситуаций, в то время как Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, настаивает на каком-то перемирии. Недавно появились признаки того, что он недоволен российской стороной, что Путин не был особо сговорчив. Фактически Россия усилила свои жестокие атаки на украинские города. Погибло много мирных жителей. Таким образом, это одна из попыток дать Трампу что-то, пусть даже частично, потому что изначальный запрос Трампа был на 30 дней. Результат – одностороннее перемирие без переговоров с Украиной всего на несколько дней на Пасху. Но таким образом Путин, так сказать, поддерживает переговоры. То есть дает немного, не отдавая слишком много. Несмотря на то, что Украина пошла навстречу и Зеленский заявил, что Киев будет действовать зеркально, российские и украинские медиа сообщали о нарушении перемирия. В частности, Зеленский по состоянию на 12 часов дня воскресенья написал, что заметно увеличилось количество обстрелов на востоке Украины. Мы фиксируем каждое нарушение России их собственного обещания полного затишья на все время Пасхи и готовы предоставить партнерам соответствующую информацию. Фактически, либо Путин не полностью контролирует свою армию, либо ситуация доказывает, что в России нет цели настоящего движения к завершению войны, и им нужен лишь выгодный пиар в медиа. В ЕС тем временем призвали Россию полностью остановить войну, а не на 30 часов. Такие действия станут доказательством Путина о том, что он хочет мира, считают в Еврокомиссии. Россия имеет репутацию агрессора, поэтому сначала мы должны увидеть реальное прекращение агрессии и четкие действия для длительного прекращения огня. РФ может остановить эту войну в любой момент, если она действительно этого хочет. Мы продолжаем поддерживать Украину в достижении длительного, справедливого и всеобъемлющего мира. Трамп, который так хочет мира, никак на протяжении первых 20 часов не отреагировал, а точнее полностью проигнорировал пасхальное перемирие Путина. У американского президента свой режим тишины, что подозрительно и не свойственно. Трамп не отреагировал на решение Москвы и ответ Зеленского даже в соцсетях. Последний его пост посвящен тому, что у него сейчас лучшие рейтинги за все время. В целом же республиканец опубликовал как минимум 3 сообщения в своей соцсети с того момента, как было известно о решении РФ. И все эти сообщения никак не касались войны в Украине. Исключительно американская повестка. Как считаете, что произошло и почему не бросился комментировать? Напишите, что думаете в комментариях под этим видео, а также не забудьте подписаться на наш канал Нехта Лайв. Скандальная трансляция. Пока Трамп хранил молчание, не молчал его любимый телеканал Fox News, который ежедневно смотрят порядка 2,5 миллионов американцев. Христос воскресе! Христос воскресе! Fox News запустили прямой эфир из России, Ватикана и Украины, транслировали пасхальное богослужение. И если обратите внимание, Киев для режиссеров трансляции оказался российским городом. Провокация это или ошибка, неясно, но в течение длительного времени титр был именно таким. После все исправили. В Киеве потребовали объяснений и извинений. И если это была ошибка, несознательное политическое заявление, должно последовать извинение и расследование, чтобы выяснить, кто допустил ошибку. Отмечу, что Путин и Собянин присутствовали на богослужении в храме Христа Спасителя, уже в традиционном, отведенном и закрытом от народа месте.
Турцию охватила новая волна протестов. Горячая фаза столкновения с полицией произошло в Стамбуле, когда пропалестинские митингующие попытались прорваться к площади Таксим, которая является символом борьбы за независимость Турции. Акция была организована крупнейшей оппозиционной партией, а потому лозунги звучали не только в поддержку Палестины, но и против Эрдогана, который отправил за решетку одного из ярких представителей этой политической силы, мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Месяц назад его посадили в тюрьму по подозрению во взяточничестве и руководстве преступной организации. Напомню, что Имамоглу считается одним из главных соперников Эрдогана на предстоящих президентских выборах в стране. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Америка должна восстать против Трампа. С такими лозунгами в Соединенных Штатах прошли протесты против американского президента. Люди, которые не согласны с политикой республиканца, заявляют, что правительство Америки уничтожает сейчас свой народ. Новые протесты прошли спустя всего 2 недели после предыдущих массовых акций против администрации Трампа, которые собрали тысячи людей по всей стране. Организаторы заявляют, что протестуют против, как они называют, нарушений гражданских и конституционных прав со стороны Трампа, включая массовые депортации иммигрантов и сокращение государственных агентств с увольнением тысяч чиновников. Некоторые мероприятия проходили в духе американской революции с лозунгами «никаких королей» и «сопротивление тирании». Среди прочего, Трампа призвали уйти. Протестующие сформировали так называемый живой говорящий баннер из своих тел. Посыл «Импичмент и отстранение». Отмечу, что за первые 100 дней Трампа на посту президента это уже не первое громкое обращение к нему с требованием уйти из Белого дома или же объявить республиканцу импичмент. Россия провела переговоры с Узбекистаном. Москва и Ташкент решают судьбу узбекистанцев, особенно тех, кто решился покинуть республику. Страны планируют перенос ключевых миграционных процедур в столицу Узбекистана. В заявлении сторон, которые решили внести масштабные изменения для упрощения трудовой миграции, говорится, что теперь в планах перенести экзамен по русскому языку, истории и законодательству РФ в филиалы российских вузов в Ташкенте, открыть курсы подготовки к экзаменам прямо в Узбекистане, возобновить работу представительства миграционного центра Сахарова и паспортно-визового сервиса в Ташкенте, а также открыть специализированную медклинику для прохождения медосмотра и сдачи анализов еще до выезда в Россию. Москва и Ташкент планируют тем самым полностью перенести все бюрократические вопросы на территорию Узбекистана, чтобы мигранты могли выезжать в Россию уже с полным пакетом документов. Запретные зоны Беларуси, Минск на фоне непрекращающихся военных учений и постоянных заявлений о неких угрозах со стороны Запада внезапно ввел масштабные ограничения. В 116 районах республики действует полный запрет на посещение лесных зон. Например, нельзя посещать леса в Хойникском районе Гомельской области, который граничит с Украиной. Единственный в Беларуси район, где можно свободно пойти в лес, это Лунинецкий район Брестской области. В других же случаях, уточню, ограничения означают, что в леса нельзя заезжать на автомобилях, входить и, конечно же, разводить там костры. Причина никак не связана с войной в Украине. В Беларуси фиксируют высокую пожароопасность. За нарушение правил обещают штрафовать. Любителям природы придется выложить до 1050 рублей. Это примерно $320. С начала года произошло уже около 300 лесных пожаров на площади свыше 360 гектаров. Наибольшее количество пожаров произошло в Брестской области. В этом году пожары, к сожалению, уже превзошли по площади показатели всего прошлого года. За 2024 год произошло 412 лесных пожаров на площади 285 гектаров. Основная причина их возникновения в весеннее время – сжигание сухой растительности.
Заработок на светлячках. В Китае бюджет одного из регионов пополнился на $4 миллиона благодаря 100 тысячам туристов, которые приехали посмотреть на уникальное событие. В уезде Циншэнь происходит то, что называют одним из самых волшебных природных явлений – ночной танец светлячков. С середины марта до конца апреля здесь пик сезона. В бамбуковых лесах у храма Чжунянь с наступлением темноты сверкают десятки тысяч крошечных звездочек, сообщает Рейтер. Светящиеся насекомые являются также индикатором чистой и здоровой экосистемы. А то, что их здесь сотни тысяч, говорит о благоприятных условиях для размножения, ведь бамбуковые леса, в которых обитают светлячки, не уничтожают, а наоборот расширяют. Я своими глазами увидела сказочную сцену и прекрасных светлячков, словно из сказки. Это было действительно потрясающее впечатление. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.